Жителя Сунтарского района осудили за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции. По сообщению Следственного комитета Якутии, пьяный 31-летний житель села Сунтар в марте этого года поссорился со своей родственницей, которую ударил ножом в правую кисть. Тогда в его отношении возбудили уголовное дело. Уже в июне пьяный мужчина устроил семейный скандал и выгнал родственников из дома, о чем пострадавшие сообщили в дежурную часть полиции. На место происшествия выехали полицейские, которые попросили нарушителя порядка проследовать в отделение полиции. Отмечается, что в ответ мужчина стал оскорблять и угрожать убийством. После этого он ударил участкового головой в висок. На этом дебошир также не остановился. Когда его везли в больницу для прохождения освидетельствования на предмет опьянения и наличия телесных повреждений, мужчина продолжил угрожать убийством участковому, который был направлен для оказания помощи коллегам. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Жителя Устьянского района приговорили к 5 годам колонии за убийство жены, об этом сообщает прокуратура региона. По данным следствия, в августе этого года во время ссоры пьяный мужчина взял с полки ножницы и бросил их в грудь своей супруги. От полученных ран женщина скончалась. 38-летний мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Пресс-служба прокуратуры отмечает, что с учетом явки с повинной и других смягчающих обстоятельств суд приговорил мужчину к 5 годам в колонии строгого режима. Суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса на 12 миллионов рублей в Якутии. К ответственности привлечены исполнительный директор и начальник топогеодезической партии одной из компаний. По информации прокуратуры региона, подсудимые без разрешительных документов дали указания своим подчиненным вырубить лес с использованием 4 бульдозеров. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей. По результатам суда начальник партии с судимостью отправится в колонию строгого режима на 2,5 года. Директора приговорили к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 2 года. При этом отмечается, что ущерб возмещен в полном объеме. Ущерб недрам почти в 50 миллионов рублей нанесла дорожная компания в Якутии. Компания Дортранс незаконно разработала карьеры в Тампонском районе республики. По информации пресс-службы управления ФСБ по региону, для ремонта части дороги Яна дорожная компания заключила госконтракты на общую сумму свыше 366 миллионов рублей с управлением дорог республики. Для выполнения работ компания Дортранс без разрешения на пользование недрами Тампонского района самовольно разработала 3 карьера по добыче строительных камней. В результате незаконной деятельности дорожной компании утрачено полезных ископаемых на сумму более 49,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». 5 человек, в том числе 3 детей, эвакуированы из горящего дома в селе Майя Мегина Кангаласского района. Госпожнадзор сообщает, что пожар произошел в жилом доме. По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кровля дома и квартира номер 4 внутри. Через 2 минуты был подан первый ствол. Еще через несколько минут прибыли дополнительные силы. Отмечается, что 5 жильцов квартиры номер 1 и номер 2, из них 3 детей эвакуированы. 3-я квартира была закрыта снаружи. Предположительно, пожар начался с квартиры номер 4, и ее хозяин не пострадал. Всего на месте пожара работали 15 человек личного состава и 3 единицы техники. На данный момент устанавливаются причина пожара, виновное лицо и нанесенный ущерб. Следователи раскрыли дело о незаконной добыче осетра и икры в Хабаровском крае. По версии следствия, житель Краснодарского края привлек к преступлению своих знакомых. Сообщается, что соучастники были обеспечены транспортными средствами, орудиями лова, помещениями и приспособлениями для хранения и переработки частей рыб и икры, а также средствами сотовой связи и радиосвязи, с помощью которых обеспечивалась конспирация при совершении преступлений. Таким образом, с сентября по октябрь прошлого года, используя маломерные катера и рыболовные сети на участке реки Амур, они незаконно добыли не менее 19 особей амурского осетра и не менее 1 особи калуги. Из добытой рыбы была извлечена икра весом свыше 390 килограммов. Следственный комитет отмечает, что икру и части рыб соучастники перевезли в поселок Тыр Хабаровского края, где в одном из частных жилых домов засолили и расфасовали в емкости для хранения. В дальнейшем часть расфасованной продукции была перевезена в Комсомольск-на-Амуре, а часть осталась в поселке Тыр, где хранилась до момента изъятия. Причиненный ущерб оценивается на сумму свыше 84 миллионов рублей. Сейчас уголовные дела направлены в суд.